сама свой день. Сегодня я хочу провести небольшое антропологическое исследование той среды, в которой мы живем. Панк — это лишь один из моих музыкальных проектов, который очень удачно залетел, вызвав бурную реакцию, обнажив глубокие социальные трещины. Вместе с интересом я столкнулась с волной, которую трудно назвать критикой. Это проклятие, мат и агрессия с анонимных аккаунтов. И здесь возникает поразительный парадокс. Люди, которые громче всех кричат о защите чести страны, в этот же момент максимально ее позорят своим поведением. С точки зрения психологии, такая реакция – маркер когнитивного диссонанса. Когда мозг сталкивается с чем-то, что не вписывается в его узкий шаблон правильного, он считывает это как угрозу. Вся ирония в том, что в своих текстах я поднимаю именно те социальные болезни, которые наше общество предпочитает не замечать. От эпидемии наркомании, воровства до тотальной деградации культуры и общения. Посмотрите вокруг повсеместное. Это бескультурная, деструктивная речь, которую мы слышим на улицах от детей до взрослых. И есть наша реальность. Люди из комментов, сами того не понимая, стали живой иллюстрацией моих песен. Настоящий позор – это интеллектуальная стагнация и вербальная деградация, прикрытая мнимой защитой морали. Я хочу обратиться лично к авторам проклятий. Вы так печетесь о репутации страны, но что лично вы сделали для того, чтобы мир узнал об Абхазии с положительной стороны? Какой созидательный продукт вы создали, кроме желчи в комментариях, пока вы прячетесь за левыми аккаунтами, мир идет вперед? Если наше понимание традиции сводится только к запретам и уличному жаргону, то останется от нашей идентичности завтра? Почему мы позволяем самой необразованной части населения диктовать, что является нашей культурой? Не кажется ли вам, что наше молчаливое согласие с этой повседневной дикостью есть самый страшный приговор нашему будущему? Поделитесь своим мнением. Интересно почитать.